Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Максим Эверстов, и это передача «Эрудит». Здесь, на телеканале «Якутия-24», мы увидим, как схлестнутся школьники республики, чтобы нести гордое звание эрудита. Мы находимся прямо сейчас в Малой академии наук, и это полуфинал. И сегодня по правую руку от меня находится Виталий Дмитриев и Василий Елизаров, а по левую Дамир Васильев и Михаил Артемьев. Они достойно показали себя на предыдущих этапах нашего телешоу, и сейчас в полуфинале уже будут сталкиваться буквально на самых сложных вопросах. Они не знают ни категории, ни вопросы, все будет совершенно уникально, а вы, наши дорогие телезрители, удобно расположитесь, налейте себе вкусный чай или кофе и поехали! Я напомню, конечно, что у нас есть спонсоры, те же, что были в первом сезоне. Я, кстати, надеюсь, что вы смотрели первый сезон, потому что «Эрудит» — это всегда захватывающая битва умов. И в прошлом году вы видели, как сражались тоже сильнейшие, и победил мальчик из физико-технического лицея, большой молодец, и столкнулся он с мальчиком из Якутского городского лицея. В этот раз мы видим не менее жесткие схватки, и наши спонсоры — это, во-первых, Ростелеком, который предоставляет победителю годовую подписку на Ростелеком лицей. Я думаю, приз очень классный, потому что все мы используем подписки, и можно будет получить что-то новое, узнать. Также это Open от Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, который дает тренинги ребятам. Они будут тренировать свой мозг, у них этот мозг очень крутой, они дошли до полуфинала, это уже победа, они уже намного лучше, чем многие, с кем они схлестнулись до этого. Но проигравших у нас нет, у нас есть те, кто немножечко лучше. Чуть-чуть напомню правила, я думаю, вы так их знаете. Сначала я работаю с одной командой, она отвечает на один вопрос, потом с другой. Друг у друга вопросы они не воруют, есть возможность посовещаться, совсем немного, потому что сегодня вопросов, мне кажется, будет чуть больше, поэтому, ребята, соберитесь, сегодня на совещание я уже не буду выдавать вам 10-15 секунд, а скорее 5-7. Готовы? Готовы? От Виталия и Василия мне хотелось бы узнать, может быть, у них есть какой-то сегодня план, какая-то стратегия, может быть, они ночью готовились, или же подслушивают мысли Михаила и Дамира. Какая у вас есть стратегия? У нас никакого плана, просто двигаемся вперед. И победить. Василий, хорошо, спасибо. Дамир, Михаил, скажите, как-то готовились к сегодняшней передаче? Может быть, всю ночь читали книжки, гуглили? Ну, мы играли в игры на интеллект, и сегодня попытаемся использовать все свои знания, даже те, которые мы не знаем. Молодцы, интуиция, да? Викторины играли. Вот, ребята, времени не тратили, и в это время Виталий и Василий, возможно, думают, вот что надо было ночью делать, да, играть в викторины. Но мы, как обычно, по традиции, Василий, Дамир, сыграем в камень, ножницы, бумага, чтобы узнать, какая команда начнет первой. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Есть. У нас начнет команда Василия и Виталия. Никаких преимуществ им это не дает, но так или иначе первый вопрос прозвучит для них. Дорогие телезрители, я надеюсь, вы готовы к этой битве умов. Итак, что общего между Шерлоком Холмсом и Иосифом Сталиным? Что же? Курят трубки. У них была трубка, да, не любовь к овсяной каше и не то, что они были популярны в Советском Союзе, а именно трубка. Переходим ко второму вопросу и к этой команде. Что бывает, что это? Скрипичный, водяной, замочный. Что же это такое? Разминочный вопрос, очень легкий, я надеюсь, ребятам будет просто. Ключ. Ключ, верно. Скрипичный, водяной и замочный. Переходим сюда. Итак, как звали, согласно мифу, первого конструктора первого летательного аппарата? Был такой миф. Как же его звали? Он сделал крылья для человека. Кажется, Виталий что-то вспомнил. 3, 2, 1. И его звали... Коро. Как? Коро. Карро. Нет, его звали Дедал. Возможно, они вспомнили слово «икар», но нет, это был Дедал. Переходим сюда. Легкий вопрос, я думаю, для всех, кто играет в компьютерные игры или изучает мифологию. Получеловек, полулошадь. Кентавр. Все верно. Сюда. Как звали ученого, фамилия, который позволил смотреть насквозь человека? Сделал что-то, что позволяет нам смотреть человека насквозь. Рентген. Рентген. Рентген – это фамилия.
Идем к этой команде, и тоже шуточный вопрос, разминочный. Как зовут того, кто живет на крыше и является шведом по национальности? Я думаю, для зрителей старшего поколения это несложный вопрос, да? Но, возможно, дети сегодняшние не знают, кто этот герой. Швед, который живет на крыше. Хочется дать подсказку, чем он питается, но я этого делать не буду. Давайте, ребята. Карлсон. Карлсон, который живет на крыше. Все правильно. Переходим сюда. Русский государь, в чье правление у нас появились салфетки. Сегодня у нас на столе есть салфетки, именно благодаря нему. Он был известен многими другими деяниями своими, но в том числе благодаря нему салфетки. 3, 2, 1. Петр Первый. Петр Первый, все правильно. Он не только построил Петербург и прорубил окно в Европу, но и позволил нам использовать салфетки. Переходим сюда. Что иногда называют русской Америкой? Очень сильные команды, вы бы знали, как здесь мало интеллекта остается мне. Весь интеллект из воздуха впитали своими порами они. Аляска. Аляска, конечно. Переходим сюда. Вопрос со звездочкой, с подковыркой. Какой узел нельзя развязать? Какой узел нельзя развязать? Я даже предположу, что здесь есть два ответа. Поэтому ребятам... Развязанный узел. Нет, развязанный это уже не узел. Вы могли сказать железнодорожный узел, потому что есть и железнодорожный. Или могли сказать Гордиев узел, потому что Гордиев узел можно только разрубить. Переходим сюда. В каком геометрическом теле может закипеть вода? В каком геометрическом теле может закипеть вода? Время. Дамир, Михаил. Допустим. Круг. Круг. Как ты в круге вскипятишь воду? А вот в кубе можно вскипятить воду. Куб – это, с одной стороны, геометрическое тело и специальная посуда, в которой химики могут вскипятить воду. Переходим сюда. Какая река является самой хищной по названию? Есть такая река. Хочется дать подсказку, но в отличие от предыдущих раундов я этого делать не буду. Собрались очень умные ребята. Мне кажется, что они, если соберутся вместе, они могут создать какое-то новое изобретение, которое прославит Якутию на века. Виталий? Василий? Да, конечно. Самая хищная по названию река. Река Тигр. Верно. Река Тигр. Переходим сюда. Какой месяц самый короткий? Но, прежде чем ребята ответили, самый короткий не в прямом смысле. Май. Май. Все правильно, все правильно. Возможно, они начали считать сначала дни, потом поняли, что вопрос тоже с загадочкой. Что общего у коровы и тока? Что общего между коровой и током? Буква К. Буква К, все правильно. Ток, корова. Переходим сюда. Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? Весной многие страдают от него. 3, 2, 1. Листья. Очень близко, но нет. Пух. Это пух. Далеко его нельзя закинуть. Переходим сюда. Тоже сложный вопрос, тоже с заковыкой. Каким гребнем нельзя расчесать голову? Каким гребнем нельзя голову расчесать? Гребешок, да? Гребнем лодки. Гребнем лодки, да, я думаю, голову не расчешешь, но все-таки это загадка, да? Поэтому петушиным гребнем. У петуха есть гребешок, да? И им сильно голову не расчешешь. Переходим сюда. Что можно приготовить, но нельзя съесть? Классическая советская загадка, которую знают очень многие дети. Может быть, наши восьмиклассники тоже знают, что можно приготовить. Домашнее задание. Да, уроки или домашнее задание нельзя съесть, к сожалению. Переходим сюда. Что может путешествовать по свету, оставаясь при этом в одном и том же месте? Марка. Знал Виталий эту хитрую старую загадку, и это правильно. Почтовая марка, которая сегодня, к сожалению, используется очень редко, но тоже путешествует по свету. Итак, финальный вопрос этого раунда этой команде. Какая самая большая планета в нашей Солнечной системе?
Юпитер. И это правильный ответ, действительно, Юпитер, о котором писали очень многие фантасты. Да, принес ребятам балл. А сейчас мы идем к следующей категории. Просто интересный факт. Первый полностью анимационный фильм «Белоснежка и 7 гномов». Кстати, попробуйте предположить, в каком году он был создан. Назвать год? Да, примерно. 72-й. 70? Нет, сильно раньше. Тоже этот пораньше, этот попозже. В 1937 году Уолт Дисней работал над этим прорывом. И, конечно, вошел в историю всего мира. А дальше у нас идет категория «История». Хорошо вы знаете историю, ребят? Пятерка? Василий? Не очень. Четверка, пятерка, да? Ребята, Михаил, Дамир. Я на 4. Так, Дамир. 4-5. Ага. У нас здесь будет не только история мира и России, но, конечно, и немножечко истории Якутии. Итак, кто был первым президентом России? Ничего не буду говорить. Хочется сказать миллион подсказок, но не Борис буду. Ельцин. Конечно. Борис Ельцин. Переходим сюда. Кто был последним царем Российской империи? Три, два, ребята, один. Кто это был? Последний царем. Последним царем был Иван Грозный. Иван Грозный! Нет! Я прощаю ребят только потому, что они только в 8 классе, они до этой темы не дошли, но учителя истории прошу взять на заметку. Конечно, бедный Николай II, которого советская власть страшно расстреляла. Переходим к этой команде. В каком месяце произошла революция в 1917 году? Простейший вопрос, если правильно его услышать. В каком месяце произошла революция 1917 года? 1917 года. Ну, та, в честь которой названы улицы, дома. Октябрь. Очень хорошее, Виталий, уточнение. Спасибо, действительно уместное. Я понимаю, почему ты задал такой вопрос. Но мы не подумали о том, что люди выберут вторую, менее известную, конечно, Октябрь. Отсюда у нас Октябрина, да? Отсюда у нас улица Октябрьская и многие другие вещи. Переходим к этой команде. Кто был основателем Римской империи? Хочется дать подсказку, но я не буду этого делать. Три, два, один. Август. Август! Действительно, это был император Октавиан Август. А теперь ребята получат по одному вопросу из истории Якутии. Переходим сюда. В каком году Якутия вступила в состав российского государства? В каком году Якутия вступила в состав российского государства? Эта цифра написана в очень многих местах в нашем городе. Я лично видел в 2, но, по-моему, даже больше, в 4 или в 5 местах. В 1632 году. Все верно, все верно. Переходим к этой команде. Ныне действующая конституция в Якутии была принята в каком году? Не надо называть день, не надо называть месяц. Мне достаточно год, когда была принята конституция наша. 1988. В 88-м, до распада Советского Союза, мы так далеко смотрели вперед. Нет, 1992. 92 год, а точнее 4 апреля. Итак, у нас закончились вопросы из категории истории, и мы идем дальше. Да, история очень важный предмет, но мы идем дальше, и нас ждет предмет биология. У вас биология как? Уже хуже, чем с историей, я так понимаю. Все очень плохо. Так, оптимистично. Михаил, Дамир? Тоже все плохо. Тоже не очень. Будущих врачей здесь нет в студии. Отлично, у нас здесь сидят историки и айтишники. Так, начинаем с этой команды. Я надеюсь, все готовы. Вопрос номер 1. Как называют клетки, которые отвечают за перенос кислорода в крови? Как называют клетки, которые отвечают за перенос кислорода в крови?
Возможно, врачи сейчас сидят по ту сторону экрана и говорят, ну это же элементарно, Ватсон. Но это для нас с вами, а не для наших восьмиклассников. Я напоминаю, что эти дети, это не кандидаты наук, это не профессора, это восьмиклассники, поэтому им можно ошибаться. Пожалуйста, ребята. Не знаю, может, условно какие-нибудь эритроциты. И это правильный ответ. Эритроциты, по-другому, которые называются красные кровяные клетки. Переходим к этой команде. Назовите самое большое по площади живущее на Земле существо. Подсказка. Не животное, я сказал, а существо. Самое большое по площади существо. Этот факт почему-то я знал, возможно, здесь мне помог ТикТок. Но ребята, может быть, знают, потому что читают книжки. Грибы? Вопрос принят, ответ услышан, но, к сожалению, неправильно. Хотя грибы тоже очень логично, они много занимают. Но я сказал отдельное существо, а ты предположил вид. Нет, есть так называемая секвойя древовидная, красный фитодендрон, который занимает огромную площадь, и это одно живое существо. Переходим к этой команде. Какие растения являются фотосинтезирующими? Нужно подумать. Какие растения являются фотосинтезирующими? Потому что здесь должен быть грамотный ответ. Обе команды очень сильные. Если вы не слышите скрипа, то я слышу, это скрипят их мозги. Они отвечают очень активно, и по всей площадке мы слышим, как их мозги шумят. Пожалуйста. Итак, ребята, есть ответ? Растение с хлорофиллом. Как по-другому ты скажешь? Какие растения? Давай, внешне, может быть, как-то подсказывай. Зеленые. Это зеленые растения. Переходим сюда, ребята. Какие клетки отвечают за защиту организма от инфекций? Ну, я приму здесь два ответа. Можно сказать так вот, а можно сказать вот так вот. Какие клетки? Лейкоциты. К сожалению, неверно. Это лимфоциты, или вы могли сказать хитрее, клетки иммунные клетки, или клетки иммунной системы. Но это лимфоциты. Биология действительно не конек, ребят, честно скажу, и не мой конек. Переходим к ребятам, тоже очень сложный вопрос. Как называется сообщество живых организмов и их окружение, в котором происходит круговорот веществ и обмен энергией? Ваш ответ. Пищевая цепочка. Пищевая цепочка, к сожалению, неверно. Экосистема. Но ребята были близки. Итак, у нас заключительный вопрос из категории биология, и он будет тоже на засыпку. Какое несуществующее в природе животное пытались найти алхимики, чтобы из одной части его тела сделать порошок для своих снадобий? Какое-то животное они искали, чтобы его поймать. Это животное ни разу в мире не находили, но оно попало во многие легенды, во многие мифы попало это животное. Единорог? Единорог – это верный ответ, Действительно, единорог есть даже в некоторых старых учебниках биологии и алхимии как существующее, но ни разу никто его реально не видел. Мы закончили с биологией, и дальше у нас идет категория литература. Моя любимая категория, я надеюсь, ребята любят читать. Человеческая память способна сохранять более 13 миллионов различных образов, звуков, слов. И более того, наш мозг хранит ежедневно 34 гигабайта информации. Если у вас есть дома внешний жесткий диск на терабайт, то вы можете уже сейчас сказать, что ваш мозг ему немного проигрывает. Но, конечно, не во всем, потому что мы можем мультизадачность включать, да, и импровизировать, чего пока что могут далеко не все искусственные интеллекты. А мы идем дальше, и у нас моя любимая категория – литература. Начинаем мы с этой команды, и я надеюсь, ребята читают книги. Есть такое? Ну, немного. Немного. Я надеюсь, вам это немного поможет. Вопрос первый из категории литература. Кто автор знаменитой трагедии «Гамлет»? Легендарная трагедия «Гамлет». Я думаю, хоть раз кто-нибудь слышал про нее, а может быть даже ходил на нее в театр. 3, 2, 1. Допустим, Шекспир. Да, Уильям наш, как говорится, Шекспир. Действительно. Переходим сюда. В какой поэме изображена битва между Россией и Швецией за укрепление государственности? Автор всем известен, но что это за поэма? Куликовская битва? К сожалению, Куликовская битва
не поэма, написанная Пушкиным, а вот Полтавская битва – это действительно поэма Пушкина. Переходим сюда. Кто написал вечный роман про ленивого человека, который называется «Обломов»? Кто написал этот роман? Обломов. Вы еще его не проходили, но, может быть, кто-нибудь заглядывает вперед по программе. Вы будете проходить его в 10 классе. Но вопрос тоже сложный. Достоевский? Нет, но рядом это был Гончаров, конечно же. Легендарный Гончаров, который на фрегате Паллада объездил полсвета и был, между прочим, даже в Якутии. Мало кто знает. Переходим сюда. Как вы думаете, ребята, в поэме «Медный всадник» какое реальное историческое событие изобразил Пушкин? В поэме «Медный всадник» было одно реально историческое событие. Что это за событие? У ребят есть предположения и разные варианты, но время не бесконечно в нашей вселенной. Пожалуйста, Михаил, Дамир. Восстание декабристов. Нет, увы, это был Санкт-Петербургский потоп. Если вы помните «Медный всадник», там идет потоп, и он реально происходил. Если вы будете в Петербурге, вы увидите отметки на столбах на некоторых, я там жил и видел, где этот потоп действительно оставил свои следы. Переходим к ребятам. Продолжите. Был Эзоп, потом Ла Фонтен, и кто третий из них легендарный кто-то там. Какой-то писатель определенного жанра. Был Эзоп, отсюда есть Эзопов язык. Был Ла Фонтен, известный, и потом третий, наш, скажем так. Вопрос со звездочкой, но, возможно, кто-то ухватился за слово Эзоп и Эзопов язык. Три, 2, 1. Кириллица? Эзоп, Ла Фонтен, кириллица. Нет, к сожалению, это был Иван Крылов. Эзоп, Ла Фонтен – это имена. Эзоп – знаменитый баснописец Ла Фонтен, его, можно сказать, ученик. И Иван Крылов, басни которого вы читаете в школе, конечно же, продолжает. Отсюда термин «Эзопов язык». Переходим к этой команде. Я надеюсь, они готовы ответить на финальный вопрос в категории «Литература». В произведении «Недоросль» Дениса Фанвизина у Недоросля, у Митрофана есть учителя. Назовите этих учителей. Я даже разрешаю назвать всего лишь 2 из них. Хотя их было 3. И в этот раз они не смогут сказать, что не читали. Недоросля в 8 классе проходят. В этот момент учительница литературы сжала кружку в руке, и она у них разлетелась. Я надеюсь, это, конечно, шутка. Михаил, Дамир, мне нужен ответ. Как звали учителей? Фамилии? У нас нет ответа. К сожалению, это был Вральман, Кутейкин и Цифиркин. Можно было назвать 2 из них. Мы закончили с литературой, а впереди у нас замечательный видеовопрос. Вопрос сегодня мы услышим от оперуполномоченного группы профилактики киберполиции МВД Якутии Марии Кардашевской. Внимание на экран. Приветствую вас, уважаемые участники программы «Эрудит». У меня сегодня для вас такой вопрос. Как создать максимально надежный пароль, который запомните вы, но не смогут взломать мошенники? Ребята услышали вопрос, а теперь дается время на то, чтобы подумать и записать ответ. Время пошло. Работайте в команде, я доверю вам самим написать, а потом я увижу, у кого правильно, а у кого нет. Может быть, именно в данный момент решается судьба сегодняшней передачи и тех, кто выходит в финал нашей программы «Эрудит» 2-го сезона на телеканале «Якутия-24». Я думаю, очень актуальный вопрос. От киберполиции сегодня действительно очень много происходит преступлений в сети, и обманывают наших бабушек и дедушек, обманывают тех, кто не умеет и не разбирается в том, там, на какую кнопку я жмякал, и все, и 100 000 рублей ушло какому-то человеку, который живет за решеткой. Поэтому нужно, ребята, все-таки следить за кибербезопасностью. Я думаю, наши ребята спокойно разбираются, где нужно заходить, где нужно свои данные оставлять, а кому не нужно отправлять 3 цифры позади карточки. Передавайте мне, пожалуйста, ваши ответы. Пожалуйста.
у этих ребят эссе на 4 предложения. Так, давайте послушаем ответ. Ответ на мой вопрос очень прост. Для создания максимально надежного пароля необходимо в нем использовать как минимум одну заглавную букву, один знак и одну цифру. Ну а для еще большего его усложнения можно использовать слово на каком-то другом языке, прописать его так, как оно пишется на втором языке, но буквами, которые используются в третьем языке. Вот при таком условии его никто никогда не сможет взломать. Ребята дали мне свои листочки, и я могу сказать, что Михаил и Дамир были отчасти правы, поэтому полбалла мы им дадим. Они предположили, что можно использовать разную комбинацию цифр и символов, и половина ответа, по сути, была правильна. А Виталий и Василий предположили немножко другое, но тоже очень верное, что нужно использовать знаки препинания и различные символы. Но у нас есть, конечно же, подсчет баллов, у нас, конечно же, есть победитель. Пока небольшая интрига. Всем вам я напоминаю, что сегодня у нас сражались сильнейшие. Это Виталий Дмитриев, Василий Елизаров, Дамир Васильев и Михаил Артемьев. А теперь барабанная дробь. И в этом полуфинале победителями, которые проходят в финал шоу «Эрудит» во втором сезоне, являются Виталий и Василий. Аплодисменты им. Конечно же, вы все там по ту сторону экрана аплодируете, как и я в душе. Хочется узнать, конечно же, слово проигравших, которые, буквально совсем на 1,5 балла отстали от Виталия и Василия. Михаил, Дамир, ваши слова. Не расстраивайтесь, все, кто вас сейчас смотрит, они вас поддерживают и говорят, что вы проиграли совсем чуть-чуть достойным, и это не обидно. Ну, мы признаем свое поражение. Мы очень рады, что смогли поучаствовать в таком хорошем шоу. Желаем удачи нашим противникам и пройти в финал. Как думаешь, какой вопрос победитель. сегодня был самым сложным для вас? Самым сложным был самое большое по площади живое существо. Да, это был сложный вопрос. Дамир, как ты думаешь, какой вопрос вас потопил? И какие эмоции ты сейчас испытываешь? Поддерживаешь ли ты ребят? Досадно, что мы проиграли, но все же удачи вам на следующем финале. Удачи победить. И вот вопрос с деревом был очень сложный. Сложным, да. Виталий, Василий, а теперь слово победителя. Довольный, улыбающийся Виталий и скромный, уверенный в себе Василий. Пожалуйста. Игра была очень серьезная, очень сложные темы были и вопросы. Но мы снова вырвали победу. Хорошо. Василий, твои эмоции после победы? Я вообще не ожидал, что мы с Виталием пройдем финал. Ты думал, что Михаил и Дамир сильные соперники, и они вас обойдут? Ну, на 1,5 балла это не слишком большая разница. Они тоже умные, они тоже эрудированные, тоже в полуфинал пройти это уже очень большое достижение. Поэтому им тоже удачи во всем, в олимпиадах, в учебе и во всем. Достойные у нас сегодня собрались игроки. Итак, у нас закончился первый полуфинал телешоу «Эрудит», 2-й сезон. Мы находимся в Малой академии наук. Меня зовут Максим Эверстов. И увидимся с вами на следующем полуфинале.